Програма «Саба» на телеканалі АТР. У студії працює Олександра Сенько і говоримо про досить приємну тему. Закохані пари чекають цей день, щоб відсвяткувати разом. А самотні люди переважно у більшості своїй вважають, що це даремне витрачання часу і не надають цьому дню важливого значення. Про пошуки кохання і свята у житті говоримо з психотерапевтом Світланою Скринник. Добрий ранок, Світлано. Доброго ранку. Тобто, на вашу думку, цей день – це вдалий маркетинговий хід чи дійсно якесь свято чи привід? Знаете, мне как бы очень нравится то, что иногда какие-то маркетинговые ходы, да, они действительно становятся какими-то определенными праздниками, которые привносят в жизнь других людей что-то светлое, что-то радостное, да, и дают на что-то надежду. Все-таки, как бы там ни было, но очень многие люди отмечают этот праздник, да, и достаточно большое количество пар, даже можем посмотреть на сегодняшний день, мечтают заключить брак официально именно 14 февраля. Вот почему-то такая тенденция. Насколько мне известно, сегодня Центральный ЗАГС города Киева работает чуть ли там не до часу ночи, регистрирует браки. Поэтому здесь как бы можем говорить с обеих сторон, как о пиар-ходе каком-то когда-то, да, и также как о том, что на сегодняшний день это достаточно такой хороший, полюбившийся всем праздник. А що потрібно для того, щоб зустріти кохання? Тому що брак, власне, весілля – це вже результат того, що люди знайшли одне одного. А, власне, що потрібно для того, щоб зустріти свою половинку? Желание и четкое понимание того, какого человека ты хочешь видеть рядом с собой. Потому что очень часто, если мы говорим о женщинах, да, они немножечко себе фантазируют какого-то там принца на белом коне, да, начитавшись книжек, насмотревшись фильмов, где-то себе придумав какую-то картинку определенную, и все время всех мужчин, так скажем, меряют по этой картиночке. В жизни все совершенно по-другому, поэтому если женщина не знает, точнее не понимает, и нет у нее представления о том, какого она хочет видеть мужчину рядом с собой, конечно, у нее что-то маловероятно получится. Точно так же и мужчина. Он должен быть готов к этому, встретить свою бути единственную. готовим до кохання? Це що? Це дорослішання, це якийсь життєвий досвід, чи це, ну, власне, якесь внутрішнє наповнення? Що це Вы саме? знаете, я все-таки склоняюсь к тому, что как бы, если мы говорим о любви, о конкретной большой любви, которая очень много лет, люди живут в браке, да, это все-таки уже через годы, через десятилетия, когда люди прожили, что действительно стабильность, любовь, опора, надежда, надежность и так далее. А що потрібно, щоб зберегти оце почуття і щоб воно виросло, от, власне, у подружній парі, от, власне, це вот сильне так, чтобы почуття? быстро и коротко, да, одной фразой могу вам сказать. Вот если вы смотрите на мужчину и понимаете, что вот от этого бы мужчины я бы родила ребенка, значит, стоит за него выходить замуж. Вот тогда и будет и любовь, и стабильность, и семья, и все будет хорошо. А когда это, ну, вроде бы как хорошо, но вроде бы хороший парень, как в большинстве случаев бывает, да, мама сказала, тетя посоветовала, вот тогда и начинаются какие-то определенные нюансы и трения. Поэтому только чувствовать себя, только Що таке почуття? От наразі дуже багато експлуатують оці і в рекламі, і у якихось інших тренінгах дуже багато створюється. Всі намагаються розшифрувати, що таке почуття. Чим почуття, насправді, справжні почуття відрізняються від емоцій? Тобто ейфорія, якесь там захоплення, піднесення. От чим саме відрізняються емоції від почуттів? І як відрізнити справжнє кохання від якогось захоплення, якщо можна так сказати? Ну, если мы говорим о чувствах, действительно, о таких глубоких, стабильных, да, о надежных чувствах, конечно же, это всегда человек крайне редко пребывает в такой вот, правильно сказали, эйфории. В основном люди садятся, обсуждают, как бы находятся постоянно вместе и принимают какие-то глобальные решения тоже вместе. И проживают определенные моменты жизни вместе, да, и стремятся все делать совместно. И можно услышать очень часто такую фразу «мы». То есть не я что-то сделал, а мы сделали, мы куда-то съездили, мы где-то сходили, мы приняли такое-то решение. Люди, которые вот именно на эйфории, мне хорошо сегодня с тобой, мне хорошо завтра с тобой, ну, а там, может быть, когда-то что-то у нас и получится. Они, как правило, выделяют только себя и представляют себя как боевую единицу. То есть есть только я, и все. Ну, вот с ним бы я бы куда-то бы сходила, да, но это я.
нет, мы бы куда-то бы сходили бы, да, нет того, что нам что-то интересно, мне интересно вот это, а ты хочешь, подстраивайся под меня. Поэтому здесь, если мы говорим о партнерских отношениях, конечно, в первую очередь нужно говорить, и нужно общаться, и нужно прибегать к тому, что принимать какую-то общую стратегию отношений, которые выстраиваются. Потому что если каждый будет говорить только о себе, то ничего у них, конечно же, не получится. На вашу думку, почуття – це відповідальність? Конечно. А в чому воно у чому проявляється? От за якими признаками можна оцінити, що наприклад, у партнера є дійсно серйозне ставлення? Що це не захоплення, що дійсно його партнер має якесь суттєве значення для цієї людини. Ви знаєте, от що це може бути? Який це перелік кроків або дій у напрямок іншої людини? вы знаете, в первую очередь это уважение. Потому что любовь может существовать, любовь может быть, но если нет уважения, ничего не будет. А вот где есть уважение на первом месте, да, то там уже будет все остальное. Потому что когда ты не уважаешь человека, это самое страшное. Ты тогда не планируешь с ним ничего, никакой своей дальнейшей жизни, ты ничего не видишь в дальнейшем будущем. Поэтому здесь в первую очередь, если мы говорим о партнерских отношениях, конечно же, не просто прислушиваться друг к другу, да, относиться с уважением, стремиться делать что-то то, что хотела бы твоя вторая половина видеть. То есть если тебе говорят, не оскорбляй меня, не обижай меня, да, или ты меня ранишь, мне больно такие твои высказывания, или мне не хватает твоего внимания, постарайтесь уделить больше внимания, постарайтесь лишнюю минуту, секунду посвятить своей второй половине, дать вот это ощущение важности, нужности, трепетности, понимаете, потому что у нас очень многие, в основном женщины, они себе позволяют позвонить в обед и спросить, ты пообедал или не пообедал, да? Мужчины почему-то себе этого не позволяют делать, поэтому мужчины могут спокойно это делать, потому что женщинам это будет очень приятно. Это некая такая забота. А нам что нужно всем? Тепло, дом, уют, забота друг о друге. А як, можливо, якісь поради, засновуючись на вашому досвіді, які поради ви б дали сьогодні людям, які хочуть одне одного привітати? Чим порадувати, що подарувати, чи не дарувати, можливо, просто зателефонувати. Вы знаете, это настолько относительно, потому что кто-то может подарить Мерседес, да, а кто-то может подарить открытку. Но давайте говорить о том, что на самом деле это просто всего лишь символический праздник, да, поэтому я считаю, что можно даже просто позвонить и поздравить, просто словесно, да, пожелать чего-то хорошего. Если мы говорим о каких-то уже таких более тесных отношениях, да, таких, так скажем, между мужчиной и женщиной, там это уже на выбор что-то. Но, к сожалению, не у всех мужчин наших, да, и женщин есть возможность как-то поздравлять на сегодняшний день. Но, тем не менее, главное внимание все-таки. А що, на вашу думку, мають робити люди, які в цей день залишаються самотніми, без пари, і досить багато зовнішніх атрибутів, там і рожеві кульки, і сердечки, і вся стрічка у соцмережах там майорить різними кольорами і кричить про те, що у когось є щастя особисте, а от, власне, як людині, у якої немає, або поки що не склалось особисте життя. Яким чином провести цей день? Як реагувати на це? Выходить из этого состояния одиночества, это в первую очередь, потому Яким что... чином? Объясняю, конечно, когда человек открывает социальные сети и видит, да, все эти поздравления, мало того, что он и так один, а тут вообще как бы он проваливается в свою травму, поэтому выходить из этого состояния. В первую очередь самостоятельно поздравить хотя бы, если мы говорим о женщинах, да, поздравить своих подружек с этим праздником, разослать какие-то открыточки там в сообщениях и договориться с подругами не сидеть дома. Ни в коем случае нельзя закрываться, замыкаться и сидеть дома, потому что это только ведет к усугублению. Нужно наоборот выходить, пойти куда-то пройтись, даже по парку прогуляться, пойти куда-то в кафе сходить с подружками. То есть выходить и всячески себя показывать, презентовать себя, скажем так. Потому що якщо чоловік... Якою має бути ця презентація людини, щоб дійсно викликати якесь зацікавлення у протилежної статі? І у чоловіків, і для чоловіків, і для жінок. От які б ви дали поради? У нас сейчас настолько все тяжело в нашем мире, что у нас женщины боятся себя презентовать, да, а мужчины боятся вроде бы как бы обжечься, ошибиться. И в тот же момент тоже себя не могут преподносить. Поэтому давайте уже будем отходить от тех стереотипов, что знакомятся только мужчины и приглашают на свидание только мужчины. Если женщина
имеет возможность проявить себя, да, или хотя бы попытаться проявить себя, почему бы и нет? Нужно экспериментировать, нужно пробовать постоянно. Поэтому добрая наша, как говорится, традиция. Сделала прическу, нанесла макияж, одела красивое платье и пошла. Понимаете, когда ты подсознательно хочешь с кем-то познакомиться, у тебя все тело будет об этом говорить. Главное не переборщить, потому что очень А многие женщины... у чому це перебільшення? У чому воно виражається? Як от дійсно ви не перейти кордони якогось дійсно презентабельного вигляду, презентабельної поведінки? Тому що інколи бажання превалює над Вот. зовнішнім виглядом. Совершенно верно. Поэтому есть некоторые женщины, которые вот хочу, очень сильно хочу познакомиться, и когда с мужчиной она сталкивается взглядом, мужчина себя потенциально начинает чувствовать какой-то жертвой, и он пугается и убегает. Поэтому женщина должна себя, так скажем, контролировать, вот, и должна понимать, что где-то она перегибает палку. Да, если один мужчина так на нее как-то ненормально отреагировал, второй мужчина, значит, нужно что-то менять, нужно немножечко поумерить пыл, так скажем. Як зовні має виглядати людина, от, принаймні, які поради ви дали? Ну, От, власне, щоб не виглядати дійсно вульгарно, тому що насправді це інколи це бажання межує з тим, що прийнято називати вульгарністю. Ну, в первую очередь, конечно же, каждая женщина, она должна понимать, точно так же, как каждый мужчина, да, свою возрастную категорию. То есть это, конечно, хорошо, когда тебе 50 лет, и ты ходишь в рваных джинсах, да, но не вести себя как подростку, который точно так же ходит в рваных джинсах. В первую очередь смотреть за своей манерой поведения, за своей манерой общения, то, как ты общаешься, то, как ты находишься в обществе. Почему? Потому что очень многие женщины, они почему-то начинают делать такие глупости, вот какие-то там 16-17-летних подростков начинают либо громко смеяться, да, либо как-то там кокетничать, так как-то нестандартно, скажем так, как маленькие девочки. Это не совсем красиво выглядит со стороны. Поэтому все-таки женщина должна знать себе цену и нести себя как женщину на свой возраст. Точно так же, как и мужчина. Не нужно усугубляться и быть каким-то там 20-летним подростком, что зачастую бывает. Вот. Поэтому как-то давайте каждый будет относиться к своему возрасту. Дякую вам за ваші коментарі. Справжніх сильних почуттів вам і щоденного святкового настрою. Даруйте подарунки. Просто так, без приводу і без свят. Я, Олександра Сенько, прощаюся з вами. Свою інформаційну естафету передаю моїм колегам і бажаю вам легкого і приємного дня.